Транспортные войны в Украине, блокада российских фур уже не только в Закарпатской, но и в нескольких областях на границе с Беларусью, а также на Сумщине у России. Украинское правительство, похоже, решило активистов поддержать. Киев временно прекратил транзит российских грузовиков по своей территории. Это ответное действие Министерства транспорта России, которое, реагируя на блокаду, накануне запретило движение фур с украинскими номерами по России. Что же касается блокады, участники акции называют себя активистами автомайдана. Среди них есть и бойцы добровольческих батальонов, и даже местные депутаты. Мы сами не придерживаемся санкций, которые мы сами и объявляем. Мы бы не собирались здесь, если бы в Киеве все делали так, как они говорят. А то получается, что объявили санкции, а сами их не придерживаются. Активисты требуют от украинского Кабмина прекратить абсолютно все торговые отношения с Россией. В правительстве, в свою очередь, настаивают на отмене запретов. Мы требуем от России безотлагательно выполнить требования ВТО, возобновить транзитное движение украинских автотранспортных средств. Россия же, в свою очередь, также обвиняет Украину в нарушении норм международного права и правил перевозок. Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков. Покидать свои импровизированные блокпосты украинские активисты при этом не намерены, тем более власти на местах к блокаде относятся с пониманием. Приехали хлопцы с правого сектора, они себя ведут. Приехали ребята с правого сектора. Ведут себя культурно, дорогу не перекрывают полностью. Объясняют свои намерения. Правильно это или нет, не мне решать по закону. Меня, как главу администрации, устраивает, что все тихо, мирно и трасса не перекрыта. А спокойствие в нашем и без того проблемном регионе – это приятно.